В эфире «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно Северо-Восточный федеральный университет организует для школьников и выпускников прошлых лет различные интеллектуальные конкурсы. Какие олимпиады, когда и где будут проводиться соревнования, какие льготы и бонусы участники могут получить. Об этом сегодня узнаем у гостя студии Светланы Федоровой, декана довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета, кандидата педагогических наук, доцента. Светлана Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Какие олимпиады в этом году планируете провести? Да, действительно, Надежда, как вы и сказали, университет ежегодно проводит достаточно большое количество различных интеллектуальных конкурсов. А то, что касается олимпиад, то мы их делим на две крупные группы. Первая группа – это университетские олимпиады. Успешное участие в них, которое дает ребятам от 1 до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз. Вот эти олимпиады, условно будем говорить, что имеют муниципальный или республиканский статус. К примеру, мы уже 13-й год проводим Северо-Восточную олимпиаду школьников, в котором ежегодно принимает участие около 15 тысяч человек, не только из нашей республики, но и из 65 регионов нашей страны. Очень большая популярная олимпиада. В этом году мы будем проводить по 14 дисциплинам и профилям. Кроме классических, так скажем, дисциплин, это химия, математика, биология, мы будем проводить по профилям, то есть это медицина, это педагогика, это интеллектуальные виды спорта, как шахматы, шашки, го. И действительно, эти олимпиады, которые проводятся и нашим университетом в целом, и учебными подразделениями, дети довольно-таки они популярны, очень хорошо принимают участие, они дают определенные баллы. Вторая группа олимпиад, которую мы выделяем, это как раз-таки олимпиады, которые имеют уже федеральный статус. Это олимпиады, которые включены в перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Такие олимпиады ежегодно они утверждаются приказом министерства. В этом году в нее включены 83 олимпиады. И мы как раз-таки, наша Северо-Восточная олимпиада школьников ежегодно туда включается по разным профилям. Понятно, что эта олимпиада, чем она еще хороша, дипломанты олимпиады могут поступать в вузы страны без вступительных испытаний. Не только в наш университет, а во все вузы страны. Но там есть условия, надо по профильному ЕГЭ, по профилю олимпиады получить не менее 75 баллов. То есть по математике, олимпиада по математике, ЕГЭ по математике должен быть не менее 75 баллов. И тогда, где есть математика во вступительных испытаниях, человек, абитуриент, может поступить туда без вступительных испытаний. В этом уникальность этой ситуации. Ну а для того, чтобы наши школьники из Якутии могли принять участие в этих 83 олимпиадах, мы ежегодно заключаем договора с ведущими вузами России, чтобы, не выезжая за пределы республики, ребенок мог принять участие в этих олимпиадах. Мы на базе своего университета это делаем. И таким образом мы в этом году будем проводить 10 олимпиад по 50 профилям. Олимпиады уже начались, поэтому детям надо заходить, школьникам надо заходить на наш сайт и посмотреть. У нас есть телеграм-канал, туда подписаться и всю информацию получать. Действительно, это получается серьезное испытание, которое дает потом очень плодотворные результаты, так сказать. Светлана Васильевна, скажите, пожалуйста, а в средствах массовой информации много пишут и довольно-таки часто пишут об Олимпиаде по родным языкам народов России. Это что за нововведение такое? Действительно, эта Олимпиада уникальная, на мой взгляд. Почему? Второй год наш университет по инициативе и большой поддержки Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации мы проводим так называемую Олимпиаду, мы так называем ее Федеральная Олимпиада по родным языкам и литературе народов Российской Федерации. Уникальность этой Олимпиады в том, что, я несколько цифр приведу. Да, конечно. Например, сегодня в мире существует около 7 тысяч материнских языков и диалектов, родных языков и диалектов. По данным ЮНЕСКО, например, половина из этих языков на грани исчезновения. Более того, ежегодно, как говорят специалисты, около 30 языков исчезает с лица земли. То, что касается нашей страны, у нас существует 277 языков и диалектов, из них под угрозой исчезновения находится 139, почти половина тоже. Мы от этого не ощущаем.
Ну, говорим на русском языке, на якутском языке, например, и думаем, что так и везде. На самом деле это очень угрожающее положение. И вот через эту Олимпиаду мы хотели бы, чтобы дети изучали свой материнский язык, работали над сохранением, хотим выявить способных, талантливых людей, которые хотели бы изучать свой родной язык. Но мы же понимаем, что знание родного языка – это что? Это вот интеллектуальное развитие, это развитие интеллектуальной сферы человека, это духовность. Да? Без языка этнос вымирает. И поэтому вот как раз-таки, если в прошлом году мы Олимпиаду проводили по 8 языкам и принимали участие в этом проекте 6 вузов, то в этом году уже 19 вузов, и мы будем проводить Олимпиаду по 29 языкам. Это аварский, лезгинский, макшанский, понятно, наши языки все, да, якутский, языки коренных малочисленных народов Севера, и мы будем это проводить. И Олимпиада впервые в истории вот системы образования России, она включена, именно имеет федеральный статус. Это значит, как я вот предыдущий говорила, что, например, дипломант Олимпиады по якутскому языку, он имеет право поступать на все педагогические направления вузов России без вступительных испытаний. Или к нам же могут приехать, например, дипломанты Олимпиады по чеченскому языку, по мышканскому языку и поступить, например, на юридический факультет, на филологические направления. Поэтому здесь есть мотивация для молодых людей к изучению своего языка. Но помимо мотивации, наверное, нужны и какие-то особые знания для того, чтобы стать победителем или призером Олимпиады. Это же все-таки такие исключительные задания. Ну да, конечно, вот задания олимпиадного жанра, они особые задания, и просто так школьных знаний там, конечно, будет недостаточно. Поэтому мы ежегодно тоже на факультете у себя проводим курсы «Школа Олимпиад». Готовим специально к этим Олимпиадам. Эти курсы идут в двухэтапные. Вот на первом этапе как раз-таки вот, кстати говоря, 12 ноября начнутся эти курсы подготовки к Олимпиадам, к отборочному этапу Олимпиад. Это по математике будем готовить, по физике, по якутскому языку и литературе, и русскому языку и литературе. И поэтому добро пожаловать, кто еще не успел записаться, можете приходить. Вот в нашем телеграм-канале «Олимпиады СВФУ для школьников» можно подписаться, и всю информацию об Олимпиадах можно найти там. Светлана Васильевна, ну давайте вернемся с вами к теме Олимпиады по родным языкам малочисленных народов. Вот меня интересует такая ситуация. Конечно, языки исчезают, потому что уходят из жизни носители тех или иных языков. Какие языки все-таки в перспективе включить еще в план программы вот таких проекта. заданий, да, таких проектов? Вот я уже сказала, что у нас в России существует 277 языков. А в системе образования России сегодня используются, функционирует 105 языков. Это 24 языка, они используются, на этих языках идет обучение в целом, а 80 с лишним языков там факультативно или как качество предмета изучают. Вот мы стремимся к этому. Если в этом году 29 языков, в следующем году мы хотим уже охватить 42 языка, далее 56, а может быть даже быстрее мы доберемся до 105 языков всех, которые функционируют в системе российского образования. Отрадно признавать. Помимо льгот, которые даются при поступлении в университет в плане того, что без испытаний или, скажем, дополнительные баллы при общем балле, который приплюсовывается к ЕГЭ, наверняка есть еще какие-то плюсы участия вот в подобного вида мероприятиях. Ну, в целом вузы своим абитуриентам предоставляют дополнительные баллы, которые, как вы сказали правильно, вот, складываются вот, баллы ЕГЭ плюс дополнительные баллы, и получается конкурсный балл. Это учитывается при поступлении в любые вузы страны. Кстати говоря, вот 1 ноября на сайтах университетов появились новые правила приема, которые в этом году будут работать. И тем абитуриентам и школьникам, которые планируют в этом году поступать, надо обязательно зайти на этот сайт, на сайты тех вузов, куда они хотят, и изучить. Вот, например, вузы имеют право давать до 10 баллов по тем или иным направлениям или по тем или иным достижениям, скажем, например, спортивные достижения. Есть у нас значкистам ГТО. Если золотой значок, можно получить дополнительных 7 баллов.
художественная деятельность, хорошо танцует, поет, в лауреат каких-то конкурсов, фестивалей, тоже может получить дополнительные баллы. Волонтерская деятельность очень ценится. Но для этого, конечно, нужны документы соответствующие. Не просто прийти и сказать, я вот такой хороший, я умею много достижений. Они должны быть все подкреплены теми или иными документами. Но я не буду сейчас перечислять, потому что вот в правилах приема это четко все прописано. Какие сроки должны быть этих документов, кто должен подписывать, какая печать должна стоять. Это вот подробно надо там узнавать. И каждый вуз, я уже сказала, значит, определяет свои правила. И значит, стоимость баллов, она индивидуальна для каждого вуза. Но это вы сейчас сказали, если поступает абитуриент впервые на направление, скажем, бакалавриата или специалитета. А для магистратуры, как известно, и аспирантуры ведь тоже есть дополнительные баллы. Вот по каким критериям начисляются они? Ну, как раз-таки и в аспирантуру, и в магистратуру тоже прием, значит, ученым советом утверждаются правила, и в этих правилах определяются, за что может магистрант, например, получить дополнительные баллы. Это может быть статья в Аковском журнале, это может быть исследовательские проекты, в которых он принимает участие, то же самое по аспирантуре. То есть все индивидуально, и эти правила уже вывешены, поэтому надо вот заранее, значит, посмотреть, изучить, и если чего-то не хватает, успевать в этом году наверстать, принять участие именно в тех мероприятиях, которые будут давать вам определенные бонусы или преференции. Ну, а помимо бонусов и преференций, разумеется, в главном вузе республики есть и подготовительные курсы для поступления в университет. Расскажите и о них, пожалуйста. Да, вот у нас на факультете есть подготовительные курсы для школьников. Те, кто вот еще в школе находится, на школьной скамье, они приходят после обеда, изучают по всем практически школьным дисциплинам. Но есть еще и подготовительное отделение. Это для выпускников прошлых лет. Но бывает так, что вот человек не смог поступить, или наоборот, у нас очень много перепоступает. Поступили на первый курс, что-то не понравилось, оставили обучение и приходят, готовятся и перепоступают. И вот как раз для подготовительного отделения выпускники прошлых лет здесь есть и бюджетная основа, есть и платная основа. Вот я как раз-таки хотела обратиться к тем, кто может на бюджетной основе получить подготовку к поступлению в вуз, еще будет иметь стипендию, предоставляется еще общежитие. Это, во-первых, солдаты-срочники, которые отслужили армию, они могут прийти. Дети тех, кто значит, воевал, скажем, да, были участниками боевых действий. Это могут быть сироты, это могут быть инвалиды. Вообще 13 категорий граждан, они могут у нас учиться на бюджетной основе с предоставлением стипендий и общежития. Вот я приглашаю вас. Благодарю вас, Светлана Васильевна. Я думаю, это приглашение будет услышано. Спасибо за то, что стали гостьей нашей студии и за актуальную и достоверную информацию, несмотря на то, что пора экзаменов для абитуриентов начнется еще не скоро. Готовиться, разумеется, нужно заранее. Да, спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили об олимпиадах для школьников. Берегите себя и до встречи в эфире.